Здравствуйте, в эфире новости телекомпании Тува-24, с вами Мадр Сандан. Сегодня на аппаратном совещании правительства Тувы главный санитарный врач республики сообщила о небольшом снижении по заболеваемости коронавирусной инфекцией и тенденции к стабилизации ситуации. С учетом положительной динамики Людмила Солчак предложила разрешить предприятиям общепита начать работу с заполняемостью залов на 50% с соблюдением обязательного условия 100% вакцинации работников, дезинфекции и санобработки помещений. Также принято решение запустить в терапевтическом корпусе плановый прием граждан. Минздрав Тувы уже обеспечил полную дезинфекцию территории больницы. На этой неделе начинается прием плановых пациентов. Нам нельзя расслабляться. Снижение было достигнуто колоссальными усилиями. Поэтому нужно продолжить работу по вакцинации населения. Только коллективный иммунитет позволит нам жить и работать в обычном для нас формате, отметил рио-главы Тувы Владислав Хавалы. Сегодня медицинские учреждения Тувы получили 20 автомобилей скорой медицинской помощи класса Б и С. Ключи от новых авто вручены главным врачам центральных кожонных больниц. Подробнее в сюжете Айданы Хавалы. Во время послания президент нашей страны Владимир Владимирович озвучил, что в этом году медицинским организациям Российской Федерации и школам будут, соответственно, школам автобусы, а медицинским учреждениям машины скорой помощи будут предоставлены более 5000 штук. Вот для нашей республики по лимиту по распределению достались 20 таких автомобилей, такие красивенькие, которые будут служить во благо здоровья и жизни наших граждан. По соглашению с Минпромторгом России в Туву поставлено 20 автомобилей скорой медицинской помощи российского производства марки УАЗ 7 единиц и марки ГАЗ 13 единиц производства Ульяновского автозавода и завода ГАЗ. 4 новеньких «Газели Next» класса Б переданы Республиканскому центру скорой медицинской помощи и медицины катастроф. В соответствии с приказом Минздрава России, то есть отличие этих автомашин идут класса Б и С. С, соответственно, как бы с желтым цветом. Добавлено профессиональное медицинское оборудование, которое как бы настраивается медицинским персоналом, там, врачом, анестезиологом, реаниматологом. Более шире параметры выставляются. И класса Б, там автомашина считается как бы интенсивной терапией. Ну, многое оборудование, оно имеет как бы автоматические настройки, то есть может автоматически срабатывать. В реанимобилях класса С также добавлены там кардиомониторы, тоже с различными настройками, что позволяет отслеживать состояние пациента как во время оказания экстренной медицинской помощи, либо для сопровождения тяжелого пациента. Современным автотранспортом российского производства пополнился автопарк и медучреждений 12 кожунов. Это поможет врачам еще быстрее добираться до пациентов, своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь и оперативнее доставлять их в больницы. Межмуниципальный центр Улухемского кожуна получил УАЗ класса Б и «Газель Next» класса С. Реанимобиль межмуниципальный центр получает впервые. Мы последние 3 года получали подряд новые машины «Газели», да, класса Б. Сегодня вообще неожиданно получили подарок именно автомашин класса С. Это значит реанимация, да, реанимационные мероприятия, лучшее оснащение, оборудование там хорошее. Поэтому мы как бы находимся в западной части, да, посередине. Там через нас проходит вот эта федеральная трасса. Часто у нас бывает ДТП, и другие острые состояния. Мы очень рады, да, сегодня, что получили. Кроме этой машины мы получили УАЗ «Патриот» тоже. Это здорово, потому что у нас есть труднодоступные поселки, да, Илихем, Ижим, Иштихем. Поэтому мы очень рады сегодня такому подарку. Автомобили поступили в соответствии с поручением президента России Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию об обеспечении направления за счет федерального бюджета дополнительно не менее 5000 новых автомобилей скорой медицинской помощи для использования в сельских поселениях, в том числе поселка городского типа и малых городах. Обеспечение новым автотранспортом особенно важно в условиях пандемии. Айданы Хулы, Буяно Юн, Миран Эргит, Тува-24. Акционерное общество Россети обновляет электросети села Байхак.
Там устанавливают новые опоры и современные приборы учета электроэнергии. Все работы обещают завершить до конца сентября. Исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалык лично ознакомился с ходом работы и обсудил с руководством акционерного общества «Россети Сибирь» перспективы региона. Кроме низкой транспортной доступности, фактором, который сдерживает экономическое развитие республики, является дефицит электроэнергии. Вся электроэнергия в Туву поступает через две линии ПАО «Россети», которые уже не могут обеспечить потребности региона. Для решения этого вопроса мы сейчас обратились в федеральный центр по строительству третьей линии электропередач от Шушинска-Опорной. Строительство линии 220 киловольт. Дополнительные мощности нужны не только в промышленности, но и для решения проблем жилищно-коммунального хозяйства. Важно добиться стабильного потока электроэнергии как в республику в целом, так и в каждый дом. Важны не только артерии, важны капилляры. Да? Капилляры – это есть, о чем мы говорим, 10 киловольт, 0,4 киловольт. Да? То, что сейчас мы делаем. АО «Тыва-Энерго» основательно взялась за обновление электросетей в населенных пунктах республики. Это стало возможным благодаря директиве правительства Российской Федерации, разработанной по просьбе руководства Республики Тыва. Сейчас работа ведется в 4 кожунах республики, в том числе в Тандинском. Владислав Таевич уже сказал о том, что это надежность. То есть если в предыдущем году у нас было по данному району порядка 70 отключений, то после завершения реконструкции поселок Каахем, этому пример, отключений нет вообще. То есть вот год отключений в поселке нет. Почему? Потому что мы там применили то же самое, что мы сделали здесь. Это 612 миллионов рублей, совершенно верно. Это ПАО «Россети» выделила денег по директиве правительства Российской Федерации в Тыва-Энерго для того, чтобы мы смогли сделать жизнь людей лучше. Вот здесь 3 поселка. Это Сосновка, Дурген и Байхак. А всего по республике 4 района. И за период всей реконструкции примерно 6,5 тысяч опор мы поменяем. То есть вот те деревяшки, которые, они уже с прошлого века здесь стоят. На конец августа по всей республике было заменено 2490 опор. На них установлено более 60 километров современных проводов. Для более точного учета потребления электроэнергии инженеры Тыва-Энерго установили около 8000 счетчиков интеллектуального учета потребления электроэнергии. Что такое интеллектуальный учет? Это мы видим, мы понимаем, мы потребителя не дергаем, мы не ходим, не просим пустите в дом, дайте снять показания прибора, а почему вы не позвонили, а сколько вы потребили и так далее. Это все ушло в прошлое. Все мы видим, мы понимаем. Конечно же, это нам помогает бороться с теми, скажем так, нечестными гражданами, которые пытаются эту электроэнергию украсть. Да? Но это опять же забота о добросовестном потребителе. Почему? Потому что если они у нас украли эту электроэнергию, то, соответственно, мы живем только за счет тарифа, который платят все остальные. Вот чтобы добросовестный потребитель не платил за недобросовестного, поэтому мы боремся с коммерческими потерями, которые имеют место быть. Технологический апгрейд электросетей республики позволяет серьезно рассматривать новые решения в других сферах. Загазованность населенных пунктов – это одна из проблем, которую стремится решить в рио главы Тувы. В качестве альтернативы отоплению углем надежные электросети могут обеспечить частный сектор электрическим отоплением. Сегодня точно технически это может позволить ПГТ Каахем. Да, 60% еще доведем до ума полностью, да, населенный пункт. Тогда полностью ПГТ Каахем может отапливаться. При условии, если мы введем программу. Сейчас мы такие попытки уже начали делать. Вот Красноярск, еще какие города у нас? Пока активно частный очень сектор. Красноярск, Красноярский край. Красноярск, агломерация, да, частный сектор. Да. Минусинск. Да. Тоже. Вот. При этом тариф будет такой, что выгоднее отапливаться электричеством, нежели углем. Вот такой тариф будет, если мы станем участниками данной программы. А мы сейчас в этом направлении будем двигаться. Соответственно, проводить реконструкцию, подобную реконструкцию нужно проводить в частном секторе, где более загазованность, да, огромная такая. Вот примерно наши
Последующие шаги будут такие. Планы по развитию и обновлению электросетей в Туве позволяют взглянуть на застарелые проблемы сел, Кажунов и региона в целом, как на вполне решаемые. Реконструкция электросетей Танды завершится до конца сентября. Все старое электрохозяйство Кызыла обновят к 2030 году. Даян Дансурюн, Чайхан Дангак, Миран Эргит, Тува-24. На горном полигоне Карахак, расположенном в предгорьях Западного Саяна, завершились совместные российско-казахстанские военные учения. По легенде учений, военнослужащие двух стран остановили прорыв условных банд на территорию союзного государства. За учениями и максимально приближенными к боевым наблюдала наш корреспондент Инна Клоян. Каждая военная операция обязательно сопровождается разведкой. Не явились исключением и эти учения. Рекогносцировка местности была проведена сводной разведгруппой коллективных сил быстрого реагирования. Далее, после установления местонахождения условного противника, на их пути была произведена высадка тактического российско-казахстанского десанта. Десант был доставлен парой транспортно-боевых вертолетов Ми-8, экипажи которых имеют боевой опыт действий в труднодоступных горных районах. Их прикрывали коллеги на ударных вертолетах Ми-24. Заняв район обороны, выставив сторожевые посты и заставы, участники учения провели патрулирование охраняемого района. Обнаружив наступающие бандоформирования противника, военнослужащие России и Казахстана вступили в бой с наступающим противником и отбросили его подразделения от условной границы союзного государства. На данном учении рассматривается один из вопросов, разрастание групп незаконных вооруженных формирований, которые должны пересечь государственную границу в одном из государств, входящих в состав ОДКБ. И, соответственно, коллективные силы должны организовать взаимодействие между странами, входящими в состав ОДКБ. И, соответственно, восстановить положение на границе, тем самым вытеснив противника за ее пределы. Для дальнейшего поиска и уничтожения разрозненных групп условного противника были задействованы мотострелковые подразделения на бронеавтомобилях «Тигр», которые после преследования противника уничтожили боевиков из стрелкового оружия. По замыслу практического эпизода учений при проведении воздушной разведки беспилотными аппаратами «Орлан-10» была обнаружена условная группа незаконного вооруженного формирования, которая двигалась по горному серпантину в направлении населенного пункта. Штурм позиций боевиков был поддержан огнем артиллерийских орудий, минометами, крупнокалиберными пулеметами и переносными гранатометами. Пользуясь огневой завесой, штурмовые группы приступили к сближению с противником. Противостояние существующим угрозам одной стране очень тяжело, и решить проблему можно совместными усилиями. Вопросы управления, взаимодействия полностью у нас взаимопонимание имеется. В рамках данного учения отрабатываются вопросы действия подразделений в составе тактического воздушного десанта и в составе разведывательного отряда. С нашей стороны задействованы подразделения разведывательные, которые непосредственно находятся на данных рубежах. В ходе учений наряду с широким применением тяжелого вооружения бойцами сводных групп активно применялось различное стрелковое вооружение и спецсредства, позволяющие незаметно приблизиться к условному противнику. В рамках проведения двухсторонних тактических учений артиллерийскими подразделениями была уничтожена группа незаконных вооруженных формирований. Стрельба велась из штатного оружия, но на СВК 2С-23 боеприпасами осколочно-фугасными, дымовыми, осветительными на дальности более 3000 метров. Неоценимую помощь бойцам оказали проверенные временем безотказные вьючные животные – лошади. С их помощью в считанные минуты выполнялись боевые задачи в виде доставки боеприпасов и минометов в любую точку по пересеченной местности. Ранее подобные учения проводились в Республике Казахстан. Нынче провели на территории России. Сама подготовка проходила, в принципе, очень организованно. Цели были ясны, понятны. Все задачи подготовки мероприятию мы 100% все выполнили. У нас была задача не предотвратить
наступления противника на пересечение нашей границы. В ходе мероприятий мы эту задачу выполнили, заняли боевой рубеж с помощью авиации и минометной артиллерии, получается. Пробились к врагу и дальше атаковали его. По результатам совместных учений военнослужащие, проявившие высокий профессионализм, были награждены ведомственными наградами. Поздравляю весь личный состав, участвующий в учении, с успешным выполнением всех поставленных задач. Цели учения достигнуты. Личный состав проявил мужество, отвагу, выдержку, умение, главное, показал свое возросшее мастерство, возросшую слаженность, а также боевое братство. Товарищ командир, на другой крылу. Держи. Основными целями учения являлись совершенствование практических навыков в уничтожении террористических бандформирований, отработка взаимодействия между подразделениями, а также выработка единого замысла в ведении боевых действий. С 31 августа по 4 сентября в совместном ротном тактическом учении приняли участие более 500 военнослужащих и около 150 единиц военной техники. Инна Клоян, Буян Мангуш, Ангер Оржак, Тува-24. Решением в Рио главы Тувы в республике удалось снизить цену на уголь. Уже с 3 сентября Тувинская горнорудная компания начала отпускать твердое топливо населению по цене 2220 рублей за тонну. Подробнее в материале Алтынкыз Буян. Жительница Мунгунтайгинского Кожуна Марина Тюлюш – одна из первых покупателей угля по сниженной цене. С учетом доставки в отдаленный район стоимость черного золота зашкаливала, превышая отпускную в 2 раза. Не имея возможности закупить уголь тоннами, люди брали мешками и ваннами. Так что снижение цены на уголь в среднем на 500 рублей – огромное подспорье для жителей республики. Мы вчера узнали, вот цены снизились в уголь. Поэтому купить хотели. Хорошо, что снизилась цена уголь. Мы сегодня 5 тонн взяли. Купили. Насколько вам его хватит? На зиму хватит. По информации службы по тарифам республики, стоимость транспортной составляющей и услуг по складированию не изменилась. Но, несмотря на это, некоторые недобросовестные перекупщики могут использовать снижение цен в свою пользу. Служба по тарифам напоминает, незаконное повышение расценок карается солидарными штрафами. Те перевозчики, либо склады, да, топливные, и вообще те, кто занимается перепродажей угля, да, если зафиксируем нарушение, то имеются штрафы. Для физических лиц это 5000 рублей, для юридических лиц это 50 тысяч рублей. Соответствующие есть основания, поэтому мы обращаемся ко всем людям, предпринимателям, кто участвует в этом отрасли, да, направлении работы, чтобы соблюдали те цены, которые доведены. Также для удержания цены на уголь правительство Тувы намерено продолжить сотрудничество с соседними регионами для создания здоровой конкуренции в угледобывающей отрасли республики. Плюс мы хотим все-таки усилить конкуренцию на этом рынке. Вы знаете, что мы работаем и с соседними производителями из Хакасии, которые уголь поставлять будут, и с экспортерами из Монголии, особенно для западных кожунов, Авиур, очень выгодно. То есть мы такие пробные партии угля завозим, чтобы, в том числе, здоровая конкуренция, она тоже вносила свои коррективы в угольный рынок республики. В службе по тарифам ответили и на еще один волнующий людей вопрос. А не будет ли потом повышение цены на уголь? То есть у нас период регулирования год. До конца года, да. То есть после следующего года, по сути, меняются затраты и издержки, то есть возможные изменения, то есть в рамках индекса дефляции текущего, то есть не более 4-5%. Да. То есть это норма тарифного регулирования. За ценой твердого топлива будет следить служба по тарифам Республики Тыва. Алтынкыз Буян, Чайхан Донга, Кузел Сарык-Сарен, Тува-24. Добавим, что рейды по проверке цен на уголь, в частности перекупщиков, начнутся со следующей недели. За ценовой политикой в районах должны следить администрации. Правительство готово субсидировать транспортные расходы поставщиков угля. Сейчас проводится работа по упрощению порядка субсидирования, так как он оказался настолько сложным, что на практике не действовал. Ну а пока напомним, что административная ответственность за завышение установленных цен на уголь для физических лиц составляет 5000, для юридических – 10 000 рублей.
А вот на вопрос жителей в соцсетях о стоимости бензина, который в среднем стоит теперь больше 50 рублей за литр, служба по тарифам пояснила, что цены на ГСМ формируются с учетом рыночных механизмов. Причинами повышения цен сейчас является увеличение оптовых цен в нефтеперерабатывающих заводах по всей стране, а также в связи с сезонным увеличением спроса в преддверии осенних полевых работ. В селе Авыган Кахемского Кажона торжественно открыты новые корпуса Буренского дома-интерната для пожилых граждан и инвалидов, построенные в рамках национального проекта «Демография». Завершение строительства стало возможным благодаря федеральной субсидии в 1,5 миллиарда рублей, полученной республикой по ходатайству в рио главы Тувы. Подробности в сюжете Сайгана Бюрбю. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Так с любовью назвали свои корпуса в доме-интернате пациенты, медицинский и рабочий персонал специализированного общежития. Когда уже начали строить вот эти здания, они вот все время спрашивали, когда будем заходить, когда вот немножко потерпите через год. Вот как раз вот такой момент наступил. Это такое радостное событие для получателей наших социальных услуг и для работников. Мы очень благодарны нашему Министерству труда Республики Тува и правительству нашей Республики Тува, чтобы нам достали такие хорошие здания со всеми хорошими условиями. Стоимость объекта составила более 300 миллионов рублей. Из них свыше 200 было выделено из федерального бюджета. 28 миллионов рублей на дополнительные работы направлены из федеральной субсидии, полученной республикой по инициативе в рио главы Тувы. Общая площадь новых 5 корпусов около 4000 квадратных метров. В каждом здании есть приемно-карантинное отделение, столовая, лечебно-трудовые мастерские, помещения медицинского обслуживания. Оборудована библиотека с читальным залом, сенсорная комната, компьютерный класс, имеется зрительный зал на 100 мест. Есть также парикмахерская и стоматологический кабинет. Кормим мы на 2 смены. На 2 смены. Каждая смена сколько? Первая смена тут в основном в столовую ходят все больные по очереди. Первая смена там бабы кормят, и потом рабочие и следующий раз. А здесь в каждом корпусе своя столовая, да? Но своя столовая и кухня общая. А в эту столовую ходят только пациенты этого корпуса? Угу. У каждого корпуса все отдельно, корпуса отдельные. При оформлении заказа на проведение работ Министерства труда и социальной политики республики учло все, вплоть до специализированных спальных комнат. В новых зданиях предусмотрено все. Здесь есть даже комнаты, предназначенные для пациентов с ограниченными возможностями. Здесь есть даже специальные столы, на которых они могут принимать пищу, не вставая с кровати. При общении с медицинским и рабочим персоналом чувствуется, что каждый из них искренне радеет за своих подопечных, переживает за них. Конечно, в этом здании все лучше, потому что у нас новый корпус, у нас все это вещи, это все у нас новое в этом году. Все нам нравится. История Буренского дома-интерната началась в далеком 1953 году. В 1979 году в связи с переселением больных с ментальными нарушениями Чахольской психиатрической больницы в село Авыган по причине затопления старого Чахоля под Саяно-Шушенское водохранилище Буренский дом-интернат переквалифицировался в психоневрологический дом-интернат. В том году были также приняты психически больные со всех кажунов, нуждающиеся в проживании в специализированных учреждениях. Сегодня дом-интернат имеет крепкий профессиональный костяк, подсобное хозяйство, обеспечивающее полноценное и разнообразное питание и многое другое, что позволяет ему достойно вести свою деятельность. С вводом в эксплуатацию новых, отвечающих всем современным требованиям социального обслуживания корпусов, Буренский дом-интернат перешагнул порог новой жизни, обретя второе дыхание. Сайгын Бюрбю, Айхан Донгак, Кузел Сарыксарен, Тува-24. В эти дни экспедиционная группа Русского географического общества собирает материалы о Туве. Цель экспедиции под названием «Россия» – обойти всю страну вдоль границы и создать серию материалов по окончанию пути. В Кызыле экспедиционная группа в первую очередь посетила Национальный музей. Подробности далее. Экспедиция РГО под названием «Россия» с большой буквой «Я» на конце стартовала 3 марта в Сочи во Всемирный день дикой природы. Их маршрут из Бурятии в Туву пролегал через дикую, нетронутую человеком местность. Первая встреча с цивилизацией в Туве у них прошла в селе Кунгуртух. В Кунгуртуке нас очень приятно встретил заместитель главы района Тумен. Фамилию, к сожалению, сейчас не помню. Вот. Они нас разместили там, чтобы мы могли хотя бы обсохнуть, потому что мы все время в воде и все время форсировали реки, которые доходили
ну, скажем так, почти до груди. То есть мы все время были мокрые, мы немножко хоть согрелись. Своей задачей экспедиционная группа поставила обойти всю Россию вдоль государственных границ. Начав свой путь в городе Сочи, они двинулись по западной границе на велосипедах. Северную границу они, к сожалению, прошли не до конца из-за третьей волны пандемии. Перелетев во Владивосток, они на автомобилях доехали до Бурятии, откуда двинулись в Туву. Я вот для меня сейчас, вот я в музее у вас нахожусь, и для меня было удивительно реально, что в вашей республике есть оленеводы, северные, те, которые на северных оленях кочуют до сих пор и живут в чумах, как было. Мне казалось, что это должно быть намного севернее, потому что я как раз знаю север, великолепно северные части. Но я не думал, что здесь так. То есть вот опять же для меня это открытие, хотя я уже не молодой и давно уже хожу по всей России. Руководителям экспедиции было принято решение именно здесь, в Туве, отправить 3 человек обратно на север, чтобы они могли собрать материалы с пропущенного пути. Все материалы экспедиции будут использованы в создании целой серии материалов. Будет издана книга «Живописная Россия». Собранные видеоматериалы будут использованы в создании документального фильма «Россия» о многообразии природы, культуры и традиций страны. И одно из самых больших таких моментов – это мы будем еще в течение полугода ездить по стране, выступать, рассказывать, показывать и так далее. У нас задействованы практически все соцсети, начиная от Ютуба и заканчивая ТикТоком. То есть везде название такое «Экспедиция Россия 2021». Если вы забьете, оно практически везде одинаковые адреса, в которых можно будет просмотреть. И есть и видеоматериалы, и фотоматериалы, и статьи, и так далее. Экспедиция организована Федерацией спортивного туризма совместно с Русским географическим обществом и Министерством просвещения Российской Федерации. А поддержку оказывают, как сказал Константин, все министерства и ведомства России. В Туве прием участников экспедиции организовало Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва. Чем великолепна Россия? Тем, что мы многонациональны, многоконфессиональны, и мы живем вместе. И у нас есть возможность не куда-то там визы брать или еще что-нибудь, а просто посмотреть собственную страну. Она действительно у нас богата людьми, не только природой, а именно людьми. Свой дальнейший путь основная группа экспедиции продолжит по южной границе до Сочи, где начнется работа по созданию запланированных проектов на основе собранного материала. Даян Дансырюн, Мирана Иргит, Тува-24. Избирательная комиссия Тувы провела занятия для операторов комплекса обработки избирательных бюллетеней, проще говоря, электронных урн. На занятиях побывал и наш корреспондент. По сути, комплекс обработки избирательных бюллетеней является терминалом со сканирующим устройством, контейнером для бюллетеней и разъемом для подключения к локальной сети, которая с местной базы данных передает информацию через глобальную сеть в Центр избирком России. Чем удобен КАИП? Он автоматически подсчитывает голоса. При подведении итогов нужно только дополнительные сведения ввести, и он выводит итоговый протокол. Первые комплексы обработки избирательных бюллетеней «Далее КАИ» получили путевку в жизни еще в 2003 году, а в 2010 году они были усовершенствованы в виде КАИП 2010. Сначала у вас 2010 года версии были, потом их забрали. 2017 года появилась у вас более новая, обновленная КАИБы. Причиной разработки КАИП стало осознание необходимости снижения количества непреднамеренных ошибок, связанных с так называемым человеческим фактором, и оперативное подведение итогов голосования на избирательных участках. Никаких нештатных ситуаций не было, потому что комплексы защищены от перепадов напряжения, от отключения электричества. Для обслуживания электронных урн избирательной комиссии Тувы привлечено к работе 22 оператора, которые в настоящее время проходят интенсивную подготовку. Каждый год избирательная комиссия Республики Тыва определяет место размещения КАИП, своим постановлением утверждает, и из числа членов УИК определяются
операторы комплекса обработки избирательных бюллетеней. В этом году мы посмотрели, половина операторов уже работали в прошлом году, то есть они уже обучены, более-менее знают, как работать с комплексом. При введении в эксплуатацию КАИП разработчики учли и такое нововведение в избирательном процессе, как трехдневный режим выборов. С завершением голосования в присутствии наблюдателей производится распечатка итогов, а на утро перед началом нового выборного дня с аппарата электронной урны получает дублирующий экземпляр в целях предупреждения размещения итогов предыдущего дня. В этом году аппараты КАИП будут установлены в 20 избирательных участках. На остальных будут размещены традиционные, привычные для избирателей урны с ручным подсчетом голосов. Сайгын Бирбёч, Айхан Донгак, Кузел Сарыксарен, ТУВА-24. В Кызыле более половины преступлений раскрывается при помощи обширной сети видеонаблюдения, используемой наравне с системой «Безопасный город» в торговых точках, домах и подъездах. Подробнее в материале Сайгына Бирбю. Особенно правоохранители беспокоят квартирные кражи. В большинстве случаев злоумышленники пользуются тем, что хозяева забывают запирать входные двери своих квартир и домов. Они ходят по подъездам и выискивают незапертые на замок жилища, обнаружив таковые, в первую очередь похищают золотые украшения, денежные средства и другие ценности. Да, я действительно пользовался оставленными открытыми дверями. Свободно входил в квартиры и воровал еду, телефоны, деньги. Приношу свои извинения. В целях профилактики сотрудники полиции проводят встречи с жильцами многоквартирных и частных домов, предостерегая их от действий злоумышленников. Не оставляйте, пожалуйста, окна открытыми. В этом районе происходит много краж именно через открытые окна. Мы понимаем, что вам жарко, но так вы можете остаться без имущества. Но не всегда добрые намерения получают благодарные отклики от потенциальных жертв домушников. У меня времени нет с вами разговаривать. Ты что? Мероприятие идет. Какое? Открытая дверь, потому что у нас часто происходят кражи. Говорите быстрее, вы видите обои двери. Ремонт идет, вы мне даете. Дверь надо закрывать. Спасибо. Кражи происходят и из торговых точек, но благодаря системе видеонаблюдения они успешно раскрываются по горячим следам. Так, в дежурную часть городской полиции Кызыла поступило сообщение, что в салоне связи на улице Кечулола произошла кража. Представитель офиса продаж рассказал, что в салон проник неизвестный и тайно похитил из складского помещения различную цифровую технику, в том числе дорогостоящие модели сотовых телефонов iPhone 11 и Samsung, а также сим-карты. Предварительный ущерб, причиненный организации, составил 400 тысяч рублей. Полицейские установили, что злоумышленник проник в торговое помещение в ночное время через окно, повредив решетку и стекло. Произведя осмотр помещения, криминалисты изъяли следы рук, обуви. Также сыщиками были изучены записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска управления МВД России по городу Кызылу установили подозреваемого, 25-летнего четырежды судимого за имущественные преступления мужчину. Он был задержан и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. После совершения кражи я спрятал ворованные предметы в доме и лег спать. На утро приступил к продаже телефонов. Со слов задержанного, 10 похищенных сотовых телефонов он продал на территории города незнакомым гражданам. Еще один смартфон марки iPhone 11 заложил в комиссионный магазин за 15 тысяч рублей, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. В ходе розыскных мероприятий полицейские установили одного из покупателей сотового телефона iPhone 11. Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому в краже молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Министерство внутренних дел по Республике Тыва рекомендует гражданам следить, чтобы ваше жилище было недоступно для воров. Ну а для злоумышленников предупреждение: вас снимают на видеокамеру. Сайгын Бирбю, Кузел Сарыксарен, ТУВА-24. У меня на этом все. Всего вам хорошего. До встречи.